Стоит. Я потом скажу следующую. Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, дорогие наши слушатели, читатели Национальной библиотеки Чувашской Республики. Продолжаем цикл открытых лекций «Искусство сквозь призму истории». Тема сегодняшней онлайн и офлайн лекции «Чувашская музыка. Традиционная музыкальная и поэтическая система». Лектор, музыковед, доктор искусствоведения, профессор, академик Международной академии наук музыкального педагогического образования, заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Чувашской Республики, лауреат премии комсомола имени Михаила Сейспеля, лауреат Государственной премии Чувашской Республики, член Союза композиторов России Михаил Григорьевич Кондратьев. Ученого-музыковеда мы знаем как многогранную творческую личность и мудрого, и также целеустремленного творца. Михаил Григорьевич исследует вопросы теории, истории чувашской национальной профессиональной музыки. Им опубликован ряд монографий, статей о деятелях, о творчестве деятелей наших чувашских, области культуры и искусства. Эта книга, вот я держу композитора Воробьева, это о Геннадии, Василия, об отце и сыне Воробьевых, композиторов. И еще одна замечательная книга, это «Гора золотая», Федор Павлов и его время. И, конечно же, из этой же серии Степан Максимов, музыкант, просветитель. Все эти книги, монографии изданы в серии «Замечательные люди Чувашии». На чувашском звучит так: «Чувашсень, чаплаченезе». И, конечно же, Михаил Егорович, он также изучает, комплексно изучает эту художественную культуру Чувашии. Здесь передо мной очень много его монографий, книга – это чувашская музыка. И вот эти, даже не буду их, наверное, вот так просто покажу. Чувашская чавра Юра, татарской параллели. И вот сейчас недавно в Национальной библиотеке вот тоже на соискании обсуждение было книги Михаила Кондратьева «Чувашская музыка в зеркале параллелей». Он также, Михаил Григорьевич, является основателем научной школы чувашского народного музыкального искусства. Ну что ж, уважаемые слушатели, зрители, еще раз озвучу тему сегодняшней лекции. Это чувашская музыка, традиционная музыкальная поэтическая система. Сегодняшняя лекция будет транслироваться на YouTube-канале Чувашской Национальной библиотеки Чувашской Республики. Пожалуйста, вам слово, Михаил Григорьевич. Да, спасибо. Приветствую всех слушателей в студии и слушателей в интернет-пространстве. Ну, прежде чем конкретно говорить о музыкально-поэтической системе, я хочу, так сказать, общие такие положения изложить, что такое чувашское музыкальное искусство, то есть искусство, создаваемое и культивируемое чувашским народом. Вот, прозвучало вот в виде такой музыкальной заставки
произведение, в котором ясно слышны и ритмы, и интонации чувашской музыки. Это Геннадий Воробьев. Фортепианная пьеса, переложенная для квартета, но я рядом с музыкой поставил иллюстрацию струнный наш камерный оркестр, который такие вещи тоже играет. Дело в том, что это вот такие произведения, оно не единственное, такие произведения могут быть, конечно, эмблемой, что такое современная музыкальная культура. Но вот в современности не откажешь и народной культуре, ведь она жива до сих пор. Не только жива, она как-то активно культивируется, особенно после распада советской эпохи. Вот новое поколение, наверное, даже не представляет, что в советское время считалось, что народная музыка в чистом виде, в своем, как говорят, аутентичном виде, она уже устарела. Говорили, что вы там на гармошках играете, лучше на баяне. Всякие там волынки, еще чего-то, это устарело, это примитивно и не нужно. Это вот в 30-е годы особенно было так. После войны, когда очень трудно было, восстанавливали, так сказать, вот саму жизнь, после 1945 года, например, очень не поощрялись хороводы, без которых молодежь раньше не могла жить, а там говорили, в это время же работать надо, это посевная идет, там вот буквально запрещали иногда партийные органы. Вот. И поэтому в 20 веке аутентичная культура постепенно угасала. Но когда распалась вот эта идеология, такие сухие антирелигиозные требования были, значит, антипасхальные праздники проводили, это еще в конце 20-х, 30-е годы, антирождественские мероприятия. Вот сейчас об этом новое поколение даже и представления не имеют, а это буквально регулировалось и управлялось. И считалось, что правильно это, если народная песня, то ее надо обработать, придать ей, значит, вот такой вид, чтобы профессиональный оркестр или хор мог исполнять. А уж то, что там бабушки поют, или молодежь на хороводе, или весь народ на свадьбе участвует, это устарело. Надо новое все. Вот эти времена прошли, и оказалось, что наиболее ценная часть культуры чувашского народа, не только чувашского, а во всех советских народов, наиболее ценная, что не устарело, вот как раз тот самый фольклор, который бабушки-то изберегли. Они уже были бабушками, скажем, в 90-е годы, вот, и бабушками, и дедушками, в основном женщины, ведь старинные песни умели петь и любили петь. Вот. А то, что сочиняли композиторы, то, что обрабатывалось, иногда очень талантливая музыка, она продолжает жить, а очень много хоровой, симфонической и даже оперной музыки ушло из быту, и камерной музыки ушло. Почему? А потому что и проблематика, и тематика, и интонации как раз советские устарели. Там, где восхваляли советскую власть, партию, правительство, нам счастье Сталин им дало, пели до 50-х годов, а потом Сталин неудобно стало, заменили, нам счастье партии дано. Вот такие песни были, значит, они сейчас просто никому не известны. Это не только в Чувашии, даже вот такие великие произведения, как «Патетическая оратория» Георгия Васильевича Свиридова на стихи Маяковского о конце гражданской войны, или, там, скажем, 12-я симфония Шостаковича, посвященная Ленину, это сейчас не исполняется. Потому что, хотя музыка сама по себе великолепная, а тематически это людям и непонятно, и раздражает.
восхваление, значит, того. В общем, а что осталось во всех этих культурах? Я не только чувашскую имею в виду, но у нас, в частности, конечно, фольклор. И фольклор, он оказался не только живучим, таким жизнеспособным, а очень ценным. И как он устроен, и что. Вот я так надеюсь пообщаться с вами, рассказать, но за один раз это все не изложишь. Начну я с истории. Конечно, вот такому народному творчеству не 100 лет, не 200, а где-то 1000, а может быть 2000 лет. Потому что фольклор – это медленная музыка, почти не изменяющаяся в течение столетий. Если композиторская музыка быстро эволюционирует, нельзя же повторять одно и то же, то, что учителя ваши написали, композиторы. Сейчас новая молодежь уже не хочет это. А если новые композиторы приходят, то они должны свое слово сказать, значит, все быстро обновляется. В фольклоре такой проблемы нет. И вот, значит, именно народное искусство, оно несет в себе информацию о том, что было. Но я думаю, чувашская музыка, такая классическое ядро старинной, настоящей народной музыки, народного творчества, порядка 2000 лет история. Ну вот в одной из книг «Чувашская музыка от мифологических времен» до становления профессионализма, так на всякий случай покажу, я как раз попытался реконструировать эту историю и показать, что было 1500–2000 лет тому назад. Ну, конечно, нот не сохранилось, тем более аудиозаписей нет, но по каким-то косвенным данным можно не только предполагать, а утверждать, что, скажем, вот в VII-VIII веках новой эры нашего времени, ну это вот считайте почти 1500 лет назад, уже существовала вот музыкальная система у предков чувашского народа. Как это можно доказать? Очень просто. Вот с V по VIII век через территорию, где жили предки чувашского народа, это вот Прикаспийская низменность и Северное Причерноморье, где жили сувары, болгары, как известно, вот предки, до переселения на Волгу, значит, проходили, вот они лет 300 общались, предки венгров, мадьяр древних. Они потом еще раз переселились, эпоха была переселения великих, значит, это все столетиями двигалась история, и сейчас, как видим, все смещается, все двигается. Но вот тогда результатом этого общения было то, что венгры заимствовали, ну, прежде всего говорят о пентатонике. Пентатоника у древних венгров и у современных венгров, это открыли Бела Барток и Золтан Кодей, два великих музыканта венгерских. Я еще вот дойду до этого, если время хватит, просто прочитаю, что там Кодей на эту тему написал. Они унесли следы влияния музыки пентатонной туда, к себе в Паннонию, на Дунай, туда, значит, в Европу. Они это унесли, а языковеды, которые иногда не обращают внимания на музыкантов, а точно так же, Гомбац был такой в конце XIX века, языковед венгерский, он составил словарь заимствований слов в венгерском языке из древнеболгарского, ну, древнечувашского, так скажем. Тогда Чувашии еще как бы не было, а вот болгары, сувары, вот среди которых эти мадьяры, значит, жили, сильное влияние испытали. И это означает, что и в музыке, и в речи, причем не просто слова, эти 300 слов, которые словарик опубликовал Гомбац, они вот такие хозяйственные, значит, терминология сельского хозяйства, там, скажем, бык по-чувашски вагар, а по
венгерский могр, там дызно по-венгерски, то, что по-чувашски сосна. Знаете такое слово? И вот в современном венгерском вот такие вот, значит, домашние животные, дальше растения культивируемые. То есть получается, что древние болгары вот той эпохи были носителями той культуры, которую заимствовали, ну, вместе с пентатоникой. Не наша тема, много не будем говорить, но это как раз один из таких знаков о том, что музыкальная культура уже тогда была. Но если она была, там, скажем, в VII веке, ну, примерно вот в этих веках, вот в таком сильно сформированном виде, который потом на Волгу унесли предки чувашей, и предки, значит, венгров туда унесли, значит, за ней уже стояли столетия, может быть, тысячелетия. Понимаете? Она не в V веке сформировалась. Вот, собственно, признаки устойчивости, медленности вот, чувашского фольклора. Ну, есть попроще, более четкие указания, что 150 лет назад мелодии обрядовые чувашские тоже не изменялись. Ну, когда начали нотами записывать, значит, оказалось, что ноты, ну вот у Машкова был такой, значит, этнограф, который нотной грамотой овладел и издал, значит, книжку целую мелодии чувашских песен. Если сравнить то, как он «Плач невесты» записывает, точно такой же «Плач невесты», ну вот в 20 веке сколько угодно мы делали записей. Понимаете, за 100-150 лет вообще ничего не изменилось. А 1000 лет назад, ну, наверное, какие-то сдвиги были, как Кодай писал. Конечно, и у чувашей не осталась неизменной та, значит, культура древняя, но музыка древняя, но во всяком случае чуваши сохранили в более чистом виде, чем мы, венгры. Ну, вот об этой истории я сейчас, значит, отойдем немножко. То есть я вам попытался дать характеристику устойчивости, неслучайности того, что мы видим, ну, в современных записях чувашского фольклора. Ну, я о записях говорю, а на самом деле в живой жизни этого фольклора. Он живет, а мы только записываем. Ведь фольклорная культура, она устная. Никто ее никогда не записывал, никто там теории не строил, ничего. Это фольклор, устное народное творчество. А в наше время мы ее преобразуем в письменность, мы там мало что там, грампластинки, грамзаписи, аудиозаписи, сейчас видеозаписи делаем. Это, так сказать, все эфемерно, звучание. Надо в такой устойчивый вид перевести, ну, на бумаге, на носитель вот такой устойчивый. И вот мы сейчас это переводим, и у нас появились, собственно говоря, теории чувашской музыки. Ну, чувашская и русская музыка, этот путь прошла. Мы с небольшим опозданием, но все равно чуваши не самые последние по хронологии, по развитию науки о музыке. Ну, вообще, что такое чувашская музыка, мир-то узнал не так давно. Ну, вообще, кстати, это уже я для публики, не для специалистов хочу сказать. Вообще, слово «чуваш», «чуваша» писали через «ю». Ну, это вот в русских документах, в летописях. Первый раз слово «чуваша» появилось в 1508 году. Это вот точная дата есть. Первый документ письменный, когда, значит, зафиксировано. Потом, уже когда с Иваном Грозным познакомились, Иван Грозный занимался, значит, войной с Казанью, с Казанским ханством, которое, в общем, мешало спокойно жить, значит, Московскому царству. Шли войны, значит, казанские войска шли через территорию лесов чувашских, марийских, русские войска московские. Тогда тоже вот эти понятия современные не совсем соответствуют. Значит, войска опять-таки шли через чувашей и марийцев туда. Все это было очень десятилетиями продолжалось и было очень сложно.
Но в 1552 году Казань была взята, и вот современная карта уже стала формироваться, современные понятия. Вот. Но в 1951 году, значит, верховые чуваши и горные марийцы обратились к Ивану IV, который Иван Грозный, с просьбой взять их под свое крыло, под свою защиту. Уже поняли, кто тут победит. И, значит, чтобы прекратить грабежи и походы через свою территорию, присоединились, значит, к московскому войску. Участвовали во взятии Казани. Значит, это не весь народ, конечно, но вот и марийцы горные, и верховые чуваши, которые вот, в стороне Козьмодемьянска, Ядрина, с той стороны, они уже участвовали в войне. Но, опять-таки, это не музыка, о чем мы говорим. Слово, значит, чуваши с XVI века, а чувашская музыка с XVIII века. Когда русское государство превратилось в Российскую империю, ведь не сразу это была империя, было Московское царство, потом русское государство, а потом пошло расширение дальше, вот Поволжье и Сибирь уже Ермак, надо было осваивать это все, было множество экспедиций, значит, на Урал, за Урал, в Сибирь, до Дальнего Востока. В XVIII веке несколько экспедиций, значит, касающихся народов Поволжья. И вот в записях, в документах этих экспедиций, вот можно читать, был такой Петр Симон Паллас, академик Петербургской академии, значит, это середина XVIII века. Среди прочего, это большие книги с иллюстрациями, можно читать. Пляшут чуваши в небольшом кругу, почти не отделяя одной ноги от другой. Вот представьте, как сейчас вот фольклорные именно, настоящие фольклорные ансамбли, особенно женщины, девушки, как ножками вот так чуть-чуть двигают. Уже тогда все это заметили, это были специалисты, кто, значит, вот почти не отделяя одной ноги от другой. При всем обыкновенно играют на волынке, либо на гудке, кобес, ну, кубас по-чувашски. Вот ему сказали, этому Палласу, он записал кобес. Или на гуслях о 16 и 18 струнах. То, что он видел. Ну, гусли и больше бывают, ну, меньше редко, чувашские именно гусли. Вот, это, значит, у Палласа. А в XIX веке, ну, это все продолжалось. Вы знаете, кто писал вот такие зарисовки этнографические делал о чувашах? Это была Александра Фукс, помещица. Она была супругой Карла Фукса, казанского профессора. А она была просто такая образованная помещица, между прочим, имела переписку с Александром Сергеевичем Пушкиным. Такая дамочка была из того дворянского общества. А поместье у нее было в районе деревни Аникеева, вот на Новочебоксарск дорога современная. Давно этого уже нет, это ведь начало XIX века. Вот она там бывала, и вот о своей поездке она, значит, делает записки, пишет своему мужу Карлу Фуксу. А Фукс, он такой, можно сказать, крупный знаток народов. Он ей отвечал. Значит, есть эта переписка. Ну, по крайней мере, что вот она о чувашах, которые там вокруг жили, где она имела свое поместье, значит, в Чебоксарском уезде. Здесь богатая помощь. Ну, помощь – это вот общественные вот работы, когда помогают, скажем, урожай собрать. Вот здесь богатая, говорит, помощь. Вчера днем работали, ну, мужики, значит, мужики, бабы, вот крестьяне. Значит, вечером пили, ели и плясали с гуслями и пузырями. Через час сборище чуваш походило на что-то неистовое. Она красиво пишет, литераторша. Не зря с Пушкиным общалась. Гусли, балалайки, пузыри начали действовать без умолку.
Явился музыкант с пузырем. Ну, пузырь – это волынка шибар, которая вот такая. Другой музыкант с гуслями стали беспрестанно подавать пиво, национальный народный напиток у нас был и остается. И пошла пляска, которая отлична от русской. Вот это тоже внимательный глаз сразу увидел. Пляшут, но вот по-своему. Женщины плясать большие мастерицы. Это вот Фукс в 1840 году пишет. Ну вот, теперь следующую картиночку покажите. Вот эта вещь, музыку чуть-чуть позже включите, я сначала расскажу, а там еще кнопочку нажмете. Значит, что это такое? Вот эту картину, которую назвали «Чувашский праздник», нашли буквально где-то в запасниках музея Казанского университета современного. Она была не отреставрирована, в общем, пропадала вещь, пока кто-то не открыл, что это же о чувашах самое раннее произведение. Привезли в Чебоксары, это вот лет 10-15 назад у нас реставрировали. Вот сейчас оно вот так выглядит. И определили, что сначала говорили, наверное, 18 век, ну, начало 19. Вот время Александры Фукс как раз. Что здесь изображено? Смотрите. Значит, здесь, ну, как бы круг танцующих, женщины, мужчины, дети, причем сельские и посадские, вон в черных таких зипунах, или я не знаю, как назвать эти мужчины, двое впереди, это, конечно, посадские, это не крестьянская одежда. Вот. Они все танцуют и, значит, и хлопают в ладоши кружочком под оркестр, где, значит, все перечисленные другими специалистами инструменты. Значит, рожок, волынки, ну, правда, неправильно все это нарисовано, гусли здесь есть, скрипка есть вот в центре, видите? Значит, это очень интересное произведение, оно не очень совершенно с точки зрения эстетики и художественного мастерства. Конечно, вот довольно грубо лица изображены, но видно, что это настоящее веселье народа, который не чувствует себя где-то стесненным. Между прочим, это не изба крестьянская, а это вот черная вот стена и потолок видно. Это какой-то, ну, постоялый двор или что-то, значит, общественное место. Ну, клубов тогда, театров не было, концертных залов. А вот, значит, чувашский праздник вот так представлялся в начале XIX века. Значит, и то, что описывали этнографы XVIII века, то, что я немножко читал, вот картинка подтверждает, так оно и было все. А вот теперь включите музыку. Я вот современную запись дал, как это могло звучать. Я хотел все-таки сказать, насколько органично то, что на картинке нарисовано, и вот с этой музыкой. Вот прямо видно, вот они вот в таком, ну, почти в экстазе, в это же время, и вот так поют. Так пели тогда, так поют сейчас. Это ансамбль Уяу наш знаменитый. В чем анахронизм звучания? Тогда не было гармошки. Она еще только изобреталась в Германии, как известно, в 1830-х годах где-то она. Потом ее, значит, в России стали везде продавать, делать. Она все задавила, другие инструменты, это мы знаем, везде гармошка.
старинных инструментов почти нет. Но дух самой вот этой музыки, ритмы, движения, темперамент и интонации, вот я прямо чувствую, это то самое, что как фотографии во время того праздника снято. Вот. Ну и костюмы. Ну, здесь, я говорю, не очень мастерски изображено. А вот следующую картиночку – это костюмы. Вот. И тоже из этнографической литературы. Значит, это, по-моему, как раз у Палласа, у академика, было приложение цветные гравюры. В XVIII веке умели и рисовать, и публиковать это дело. Вот чувашские женщины, видимо, для художника в экспедиции специально оделись. Вид спереди, вид сзади, еще девочка, значит, детский костюм. Всю эту красоту они чувствовали и распубликовали. Вот. И когда хорошо подготовленный фольклорный коллектив бывает у нас в наше время, хорошие костюмы, аутентичные, смотришь, вспоминаешь 18 век, сохранилось, как музыка сохранилась, так и, значит, вот эти костюмы, головные уборы, украшения, вышивки. Значит, здесь все строго соответствует вот древнейшей традиции. Вот чувашский костюм. Значит, пели, радовались жизни, замуж выходили и обряды похоронные, скажем, поминальные справляли. Вот специальные одежды были. Это все сакрально. Это не просто для красоты, как сейчас пошел. Ну, можно там любой костюм выбрать и одеть. Нет, там все было строго по правилам. Ну, о костюме отдельный разговор, сейчас не будем. Вот, это вам, значит, такие визуальные документы того времени, которые соответствуют той музыке. И дальше, вот, поскольку я давно занимаюсь изучением не только народной музыки, но народной в частности, конечно, я почувствовал, насколько это фантастически богатый материал. Вы знаете, открытие для себя сделал еще, когда обучался я где-то на 4-м курсе консерватории, я учился в Казани, мне удалось познакомиться с одним исполнителем народной музыки в Татарстане, Яков Задоров, с Черемшанского района. Я съездил к нему и сделал дипломную работу, и пока я расшифровывал, вот перед 5-м курсом, летом съездил, и месяц-другой занимался расшифровками. Сделал открытие, да, и потом дипломная работа у меня пошла, и пошло, с тех пор так, и остановиться не могу. Потому что оказалось, все это очень строго имеет свои правила, свои структуры, свои формы, свои смыслы, и интонационно, и ритмически, и структурно, и сюжетно. Вот такая книжечка есть. 100 строф. Сявра-Юра. Сявра-Юра – это, ну, куплет просто можно перевести, но это закругленная песня, законченная песня. Чуваши имеют, значит, свои структуры в сюжетике, причем очень хорошо сохраненные. Похожие вещи есть и у татар, и у марийцев, и у удмуртов, но в чистом виде, опять-таки, чуваши сумели сохранить. Во-первых, создать это все, во-вторых, сохранить. Вот любую страницу вот так откроешь, просто хочу обратить ваше внимание. Текмеегде три айтигессер, каек чепилар машкан комолзар. Вот 2 строчки, знать такие. У забора частокола верхушки неровные, птенчику сесть неудобно. Ну, частокол, понятно ведь, да? А дальше. Хужизем юрлаза ай помазан, эбир юрламашкан, да? Комолзар. А вот хозяева пока не споют, нам запеть неудобно. Вот знаете, надо вдуматься, что же это такое. Во-первых, по структуре 2 строчки, они как бы сходны
по структуре. Значит, у частокола неровные верхушки, птенчику нехорошо сидеть. Хозяева пока не поют, нам петь неудобно. А что значит, пока хозяева не запоют, нам петь? Петь – это, во-первых, мастерство нужно и право, так сказать, иметь. Вот старшие могут петь, а нам неудобно пока здесь вот кто принимает. Вот любые, вот это мудрости философские, вот в этих 4 строчках, везде, значит, повторяются. И есть, вот когда я занимался изданиями, вот несколько сборников издал народных песен, сделал для себя еще одно открытие, не музыкальное. Вот знаете, никогда старшие не поют о младших. Дети могут петь о родителях, родители могут петь о богах, об умерших, ушедших и о богах. Вот всегда все смотрят туда, наверх. Это в наше время. Ах, дети, там вокруг детей, можно там лучший кусок им дать, им лучшее место посадить. Это извращенное такое цивилизационное понятие, в народе этого не было. Младшие могут вот так кланяться, благодарить, ну, могут о ровесниках еще спеть. Мы тут вот, мы такие вот боевые ребята, мы вот все. Но родители никогда. То есть детей можно любить, их воспитывать, все что угодно. Но петь о них, это вот закон народной поэзии чувашской. Я не изучил, правда, вот как в других культурах. Но мне кажется, это естественное такое представление. Вот. И вот этот материал, конечно, очень благодарным оказался. Ну, и это, конечно, не я первым открыл. Просто я для себя вот вошел в это, так сказать, в этот мир. Но потом читаю вот того самого Валентина Александровича Машкова, который книгу чувашских песен опубликовал в 1893 году впервые. Знаете, что он, значит, пишет? Он целую книжку, и статья там большая о чувашской музыке. Он заканчивает так. «Я не исчерпал и тысячной доли того, что заключает в себе поучительного для науки народная музыка чуваш. А потому я смотрю на свой труд, на свою книгу, только как на почин в деле изучения этой музыки, за которым желательно было бы видеть в печати ряд новых исследований того предмета». Но он был первый, кто исследовал. Надо бы еще целый ряд исследований, более обстоятельных, чем мое, а главное, проведенные людьми, более меня компетентными в знании чувашской жизни, чувашского языка и вообще духа чувашского народа. В общем, этот человек оказался провидцем. Ну вот он для себя открыл. Это, кстати, у него статья очень умная. И единственная статья в России, в дореволюционной России, ну, наверное, в мире, о чувашской музыке, о теории чувашской музыки. Он о ладах пишет, о ритмах пишет, о сюжетах пишет. Ну, немного не точно кое-что, такого не было материала сейчас. Он, например, о сюжетах пишет так, что вот они часто поют куплеты из 4 строк. Вот я вам тоже показал 4 строчки. Но, говорит, когда заканчивается, они могут повторить еще и еще. То есть он не знал чувашского языка и думал, что каждый раз повторяют одно и то же. Вот. Он, кстати, там казус был очень интересный, что не зная чувашского языка, вот это русский такой этнограф, он вообще артиллерист по образованию был, и был полковником царской армии, когда публиковал, а потом он еще выше пошел, генерал-майором, видимо, был, и ушел в отставку генералом. Вот. Ну, чувашский язык так и не освоил, он другими народами занимался. Вот. Но в чувашском сборнике песенка понравилась дирижеру Большого театра, был Кленовский такой Николай, значит, который провел в 1894, по-моему, году, сразу же вот книга вышла, и к нему попала туда
значит, в Москве этнографический концерт, первый этнографический концерт. И вот там, значит, русские песни, он сам аранжировки сделал, Кленовский, русские, болгарские, какие там еще разные народы были, армянские, гагаузские, по-моему, еще. Там 11 народов, один из них чувашский. Из Поволжья только чуваш, потому что вот книжка как раз ему попалась. Но везде он дает переводы на русский язык, потому что пели это в Москве, в концертном зале, значит, с оркестром. И пели артисты московские, естественно, вот в обработке под оркестр. А чувашское опубликовано, это все, этнографический концерт, и чувашское дается без перевода. Там просто помечено, что песня представляет, там 2 куплета всего лишь, песенка представляет собой насмешки парней над девушками. Это свадебная песенка, где вот такой сатирический сюжет. Сейчас мы видим, что там просто непечатная лексика была. Вот тогда, в Москве не нашлось знатока чувашского языка. Я немножечко так это раскрываю, секреты какой-то из этих книг о том, как это было. По-моему, вот о Федоре Павлове. Вот в этой, да, там есть. Ну, сейчас не будем открывать, но это я просто, ну, как сказать, просто интересную деталь вам говорю. Вот как сложно было. И даже артистка Большого театра, она, наверное, не самая большая солистка была, Лазарева какая-то, по-моему, Д. Лазарева. Вот. И как могла, так исполнила чувашскую. А что уж там, о чем там пелось, ну, насмешки парней над девушками. Вы когда-нибудь, если вы прикоснетесь, там все узнаете. Вот. И это было опубликовано. И вот в этом смысле и в 20 веке о чувашской музыке слова Машкова подтвердили, знаете кто? Наши друзья венгерские музыканты. Вот Ласло Викар и Габор Берецкий, Берецкий языковед, вот Викар, значит, музыковед. К нам они сюда много раз приезжали, в Чувашии, издали книгу «Чувашские народные песни». И знаете, что пишут? Это в 1979 году в Будапеште вышла книга на английском языке, но с чувашскими текстами. Вот уж они вникли во все. И когда были здесь они у нас, они изучили наши публикации и архивы, а у нас много записей, до сих пор не опубликованных. Вот потрясающая вещь написал Викар в предисловии. Вот так. Последние 100 лет собирания чувашской народной музыки, последние 100 лет, это вот начиная с 1870 там года и вот до 1979 вышла книга, могут рассматриваться как выдающиеся по масштабам и важности. Это на английском языке звучит outstanding in dimensions and importance. То есть выдающиеся по ширине dimensions и importance, важности, в отношении к Советскому Союзу в целом. То есть столько они увидели материала богатого у нас, что выдающийся масштаб. Безотносительно к размерам чувашского населения. Ну что там, чувашский народ около 2 миллионов тогда был. Как раз тогда максимально, значит, статистика показывала. И по количеству материала и числу публикаций собранное стоит выше среднего уровня. Это вот книга 1979 года, 21 страница. Для тех, кто хочет почитать, как это все. Эта книга у нас в библиотеках есть. Вот. Ну, по времени, наверное, еще где-то минут 20-30, да? Потому что у меня это все вступительный блок такой. Рассказывать очень много можно, видите, детали, как говорят, конечно, дьявол кроется в деталях, но не только дьявол, а вообще сама суть иногда в деталях. И вот я иногда вспоминаю и дополняю стандартный текст деталями. И вот не всегда
было такое отношение, как Машков. Вот он записал он 77 мелодий чувашских и восхитился. Не всегда такое отношение было. А ведь в XIX веке собственно говоря, Машков был первым из исследователей, который целую книгу не славянского населения, не славянской культуры опубликовал. Ведь, конечно, были исследования русской народной песни, малороссийской, то есть украинской, белорусской, были и сборники, в том числе композиторы выдающиеся, как вот, значит, у Римского-Корсакова, вы знаете, по-моему, 100 русских народных песен так и назывался, у Балакирева там 2 сборника, потом Лядов издавал. И, это все были русские, малороссийские, белорусские, славянские народы. Значит, записи неславянских народов, отдельные только примерчики были. В Казани в 1870 году Риттих такое приложение сделал, там 4, значит, напева, в том числе, значит, 2 чувашских, татарский наигрыш, еще там чего-то, в общем, несколько нотных примеров. Вот такое было. А книгу впервые сделал Машков. И, собственно, с этого времени пошло открытие. Татарские песни, потом аналогичный сборник, татарские, башкирские, в 1897 Рыбаков сделал. Вот. История такая, что открытие вдруг не русской культуры происходило. Империя огромная, а толком только описание больше. Вот они пляшут там под гусли. Значит, и другие инструменты. Вот. Я, собственно говоря, в литературе этнографической тоже вот деталь хочу вам тут проиллюстрировать. Значит, был такой тоже академик Миллер, между прочим, чтобы вы понимали, 18 век, академия, где первый крупный русский ученый это был Ломоносов. И там, если вы хотя бы кино смотрели, биографию Ломоносова, там война шла между немцами, академиками, и русскими. А русский пытался доказать, что эта русская наука должна... Вот там сложные очень взаимоотношения были. Не уверен я, что Ломоносов всегда был прав, но дело в том, что борьба была серьезная. Просто так теплое место академика никто не хотел уступать. И вот этот Миллер, который воевал с Ломоносовым, знаете, что пишет? Он был в Казани, сам не ездил в деревню, как вот, скажем, Фукс или кто-то там еще другие. К нему приводили каких-то людей, которые могли рассказать. Ему что-то рассказали про чувашей. А поскольку, опять-таки, языков он не знал, к нему приводит, и переводчик переводит. Что-то человек рассказывает про, кто такие чуваши. И вот Миллер записал. Их игры и пляска на свадьбах и при прочих увеселениях состоят в том, что старшие и знатнейшие из гостей сидят по лавкам или на столе. Вот в русском тексте у Миллера так написано. И забавляются питьем, а молодые мужчины и женского полу на полу при игре на разных инструментах, без всякого порядка кругом скачут. Вот другие, между прочим, более так, вот женщины плясать большие мастерицы, было там еще чего-то. А здесь они без всякого порядка, сказать, да еще сидят на столе. Вот это вызвало, во-первых, критиковал еще такой тоже этнограф Сбоев, о чувашах писал еще тогда, в XIX веке. Вот. А потом возмущался уже вот наш Федор Павлович Павлов. Он-то всю эту литературу стал изучать. Павлов, это вот вы знаете, кто такой, училище имени Павлова. И вот, значит, он говорит, во-первых, все сведения о чувашах Миллером получены из старых рук от толмачей, переводчиков, и они ненадежные. Это одно.
А дальше. Сидеть на столе во время пира или в гостях было бы неслыханным оскорблением для хозяина. Это вот примечание Федора Павлова. Он возмущался, конечно. Ну вот, иногда в литературе и такое было. То есть не думайте, что так вот, ах, как красиво и все хорошо. Нет, пляшут, скачут беспорядок. Вот. И поэтому, между прочим, даже Иван Яковлевич Яковлев, кто такой, наверное, знаете, он великий просветитель, это безусловно так, но он был просто, во-первых, не музыкант, хотя музыкальную грамоту он знал, это точно, но он окончил гимназию симбирскую и Казанский университет, и был университетски образованным человеком российским, и, значит, даже он считал, что в воспитательных целях, а он как раз школу ведь создал, Иван Яковлевич Яковлев, вот как сложно было, смотрите, надо отдавать предпочтение творчеству не чувашей, а народа, который называют великим. Ну, русская песня знаменитая, а русской уже занимаются великие композиторы, тут уже и оперы, и симфонии, и все, что хочешь в русской культуре в яковлевское время. А он очень образованный человек, он и оперу любил, ходил в театры, и особенно хоровую церковную музыку любил. В воспитательных целях, значит, в русской песне часто звучит хорошее личное чувство. Это вот пишет Иван Яковлевич Яковлев. И это правда. Сильное личное чувство. Вот когда слушаете, особенно там страдания женщины, страдания, значит, вот какие-то связанные с душевными волнениями в русской песне, это очень сильно развито в классической русской песне. И он это, значит, и говорит. В русской песне зачастую величие, мощь народного духа. Русская песня часто в основе своей имеет трогающую душу картины. А он как педагог рассуждает. Ничего этого нет в чувашских песнях-импровизациях. Это опубликованные вещи, и ничего, собственно, здесь крамольного нет, я специально вам рассказываю. Вот почему в чувашские школы я вводил впоследствии убежденно, настойчиво русскую песню. Вот это еще вторая половина XIX века. Ну, там политический момент был. Если бы он о чувашах там заговорил, чувашская песня не хуже русской, условно так скажем, школу могли бы просто закрыть, потому что обвинения в сепаратизме были. Что чуваши хотят, это тоже известно, чуть ли не отделиться от России. Это уже в начале XX века фиксировалось. Вот, поскольку там и революции начинались, все это общественные движения. Но Яковлев, то ли прикрываясь, значит, вот такой этикой, что вот русская песня в этом смысле важнее, или как, но здесь он повторяет, между прочим, ту же самую Александру Фукс. Потому что вот она-то в Казани публиковала, что вот она красиво оценила и пляску, и чувашскую, вот, значит, праздник, как они после работы там, но записала так: как страстной любительнице поэзии мне хотелось знать чувашские песни. Но чуваши их мало знают. Их песни спрятаны в их воображении. Когда они едут лесом, то поют, не приготовясь, песню лесу. Вот импровизация будто бы. Плывут по реке и поют хвалу ей. Едут по дороге и ее воспевают, и все случившиеся на ней были небылицы. Вот эти слова Фукс, собственно говоря, для университетского выпускника Яковлева и были, значит, знаком, что чувашские песни и импровизации лишены вот того сильного, той мощи духа и, значит, вот той силы и страсти, которые есть в русских песнях. Но тут-то как раз Александра Фукс, она промахнулась, потому что импровизации, как ей показалось, она просто не поняла. Ну, опять-таки, язык же не знает, а что они там поют? Ну, может, сказали, а это мы про лес поем, допустим. А если взять опять вот эти классические четверостишие, какое же там импровизация? Их столетиями так вот шлифовались эти тексты,
И получились вот такие мощные философские обобщения в народной поэзии, которые сами чуваши называют «сявра-юра». Это не просто закругленная песня, круглая песня, куплет, а песня, которая вот самые глубокие чувства, самые глубокие мысли выражает. И вот здесь вот это есть как раз в самих народных песнях часто, не часто, время от времени можно встретить и в новых записях, и в XIX веке, у Машкова записи, что вот, чтобы поднять моему другу, вот с кем мы вот сейчас пируем, сидим, настроение, моим родным, там, с родными больше всего вот эта община праздновала, пировала. Ик сявра-юра эпюрласун, то есть пару сявра-юра я спою. Вот они вот такие сявра-юра, значит, понимали, что вот мы их споем, одну-две, ну, может быть, несколько, каждый четверостишие самостоятельно. И мы создадим то настроение, которое нам требуется. Вот в чем ошибка была, во-первых, Александры Фукс, как одной из первых исследователей. Во-вторых, уже тех, кто учился по этим источникам, и в частности Иван Яковлевич Яковлев. Ну, он не один был, это просто вот все профессионалы относились, пока это еще недостаточно познано было, недостаточно выделено. Между прочим, по поводу этих четверостишей, все-таки я, наверное, расскажу вам, если следующая встреча когда-нибудь состоится, и поподробнее. А сейчас я хочу сказать, что многие исследователи, вот буквально до конца XX века, если почитать статьи чувашских, допустим, авторов, он был такой Иванов, Николай Иванович, по-моему, значит, Яга Чуваш, его псевдоним был. Он литературовед. И он, и не только чуваши, а также татарские ученые, даже Габдулла Тукай, вот классик татарской поэзии, они как-то все немного стеснялись того, что всего 4 строчки в этой песне. Вот «Сявра-юра» – это 4 строки, больше не надо. Ну, при пении можно повторить там 1-2 строки, ну, будет 5-6. Все равно это законченная мысль в четверостишии. И вот тот самый Николай Иванович Иванов, наверное, Николай Иванович он был, да? Ну, не будем сейчас отвлекаться. Он говорит, а у нас есть и 6, 7, 8, 9 и больше строк песни. Как будто все дело в том, что чем длиннее песня, тем лучше. А ведь ее надо, эту песню, сравнивать не по количеству строк, а тип поэзии. Есть тип такой эпически, значит, продолжающийся и лирически бесконечный. Вот русскую народную песню можно распевать, как приводит из источников Исаия Иосифович Земцовский о русской протяжной песне, говорит, выехал мужик, эх, да, эх, и вот что-то такое, значит, поет, вот он импровизирует из разных слогов, доехал до соседнего села, и гвоздик, хорошая песня про гвоздик. Вот это вот такой немного шутливый сюжет о том, что можно долгую песню петь, не имея никакого особенного текста. Другое дело былины, где там рассказывается целый сюжет, какой богатырь с каким там соловьем-разбойником встретился, или еще там что-то, про взятие Казани, или там французские баллады, или еще какие-то. Вот там длинные. А киргизские эпические сказания про Манаса, там тысячи, десятки тысяч, и уж рекордсмены в 20 веке были сотни тысяч строк. Можно петь день, второй,
каждый сюжет там разворачивается, и это гордость, конечно, скажем, киргизского народа, киргизской культуры, где вот длинные. А вот чувашские, татарские ученые засмущались, а у нас всего 4 строчки, но у нас есть и побольше. Вот я говорю, если будет возможность, поподробнее я это когда-нибудь расскажу, как это все устроено и в чем эта ценность. Но ценность, конечно, в концентрированности мысли. Параллель где? Да вы, наверное, знаете, кто такой Омар Хайям. У него же тоже 4 строчки. 4 строчки, все. Это вот восточная форма. Краткосюжетная или афористическая. Вот точно такой же тип, как раз вот восточный у чувашей, татар, у восточных марийцев и у всех вот наших народов. Кроме мордвы, пожалуй. Мордва как-то этим не отличается. У них тоже длинные сюжеты. Вот. И получается, что при поверхностном подходе мы даже сами не ценим то, что у нас золотое такое есть. Вот, собственно говоря, а в XIX веке почему еще недооценивалось? Потому что, вот я говорю, впервые инородческую музыку в 1893 году чувашская, в 1897 году татарская песни появляются. И, значит, только-только общество начинает познавать. А вообще-то считалось, что вот официальная имперская идеология петербургская, значит, даже не только, скажем, царская администрация, министры презирали инородцев, считали невежественными, темными и бестолковыми людьми. Оказывается, я вам сейчас скажу, кто еще вот примерно так же говорил о наших народах здесь. 19 век, смотрите. Белинский Виссарион Григорьевич, один из самых ярких демократов. Вот если вы почитаете, замечательное вот у него, значит, высказывание о литературе, об искусстве, главным образом литературы, о поэзии, о Пушкине он писал. И вот что он пишет. «Где только человек владеет словом, любит и ненавидит, блаженствует и страдает, там уже является человечество, там уже есть и жизнь, и поэзия. Там, где человек страдает, любит, значит, любой человек». Вот он так говорит. Но оказывается, это он только к историческим народам обращается, потому что есть люди, которые посвящают целую жизнь изучению греческой литературы. Великая греческая литература. Но едва ли человек с умом и душою посвятит всю жизнь свою на изучение чухонской литературы. Вот вы тоже для себя открытие делаете. У Белинского есть такое. Ну а кто такие чухонцы? Ну это финно-угры, это вот их где-то наследники, наверное, не только вепсы, и кто, даже не знаю конкретно, может быть, даже эстонцы и финны. Вот. Ну вот считалось, что человек с умом и душой вряд ли займется чухонской литературой. Это условно образ, вот чухонская. Я в Москве помню, за столом во время конференции, за столом обеденным москвич сидел, покойный Михаил Евгеньевич Тараканов, возмущался. Вот издали сборник трудов московских музыковедов, а говорят, почему только московских? Мы что, еще чухонских будем издавать? Он, между прочим, то ли Белинского начитался, то ли просто вот такой. Я стерпел, вот рядом сидел, но не стал говорить, а мы, чуваши, тоже хотим. Ну, мы без Царствия Небесное, мы без них свои сейчас издавали и издаем. Вот. Занимаемся культурой. Вот. Ну, вот эта идея еще в XIX веке ярко звучала даже у Белинского. А хотите у Герцена что? Подобное. В открытых источниках, в собраниях сочинений, где угодно. Смотрите.
борец с самодержавием, он философ Герцен, потом он диссидент вот, русский, российский. Он сказал, что Россия – тюрьма народов. Ленин за ним повторял. Россия – тюрьма народов. Но вот его сослали, вот первая ссылка была в этот Вятский край. А там и народцы на Вятке. Там удмурты в основном, конечно. И вот он что пишет. Ватяки, удмурты, значит, мордва, чуваши, вот цитирую, народ жалкий, робкий и бездарный. Что Белинский, что Герцен. Обижаться не приходится. Это глупо обижаться. Но в обществе тогда вот было такое понятие. Неудивительно, что и Иван Яковлевич Яковлев, который университеты прошел, в обществе вращался, он же штатский генерал, тоже действительно статский советник. Где-то он про свой народ никогда не говорил бездарный, жалкий, но он так о чувашской культуре очень аккуратно выражался, что очень трудная жизнь, чуваши ограниченные, возможностей нет, все, но он школу создавал, чтобы поднять это все. Вот. И это, собственно говоря, великий публицист и социолог Николай Яковлевич Данилевский, создатель выдающейся концепции «Россия и Европа». Есть книга, сейчас она везде продается в разных изданиях. Там тоже, значит, в этом направлении у философа русского, это 1868 год примерно, когда он написал, наши многочисленные финские, татарские, финские это вот и удмурты, и марийцы в том числе, и мордва, не только чисто финны, там, вот чухонцы, там много маленьких народов. Финские, татарские, самоедские, это уже за Уралом, самодийские сейчас пишут, тогда самоедские говорили, остяцкие и другие племена предназначены к тому, чтобы сливаться постепенно и нечувствительно с той исторической народностью, среди которой они рассеяны. То есть с великой русской нацией сливаться. Ну, в этом виделся прогресс, развитие культуры и, значит, ну, собственно, будущее России. Это вот неизбежно. Это, кстати, Яковлев тоже подтверждал. Он, Иван Яковлевич, говорил о том, что национальная идея чувашского народа, кстати, слово «национальная идея» о русском народе тогда говорили, и сейчас часто мы повторяем, и сейчас это актуально. Яковлев осмелился этот ярлычок «национальная идея», но он сказал, что национальная идея чувашского народа связана с тем, что надо слиться, вот, войти в орбиту русского народа. У Яковлева тоже это в голове было. Поэтому не надо удивляться, как это было трудно, как это, значит, сначала вообще не принималось и не понималось, но была такая научная парадигма, можно говорить, что была ли музыкальная культура, было ли музыкальное искусство у чувашей в прошлом? Ну, считалось, как сказал Герцен, народ жалкий, робкий, бездарный, вот как было сказано. Но не воспринимали они. Ну, до того времени, пока, скажем, Машков не написал, и другие у нас в 20 веке, конечно, огромные открытия были сделаны. Как вы думаете, по времени? Достаточно? Может, вопросы какие-то? Что-нибудь пояснить? Или настолько все подавляет, что вопрос... Пока мы не разошлись, давайте. Ну, вообще считается, я вопрос понял, да,
Считается, что это именно горная сторона примкнула, потому что по Волге двигались русские войска, а горная сторона наша, это вот Козьмодемьянск, значит, там как раз горные марийцы на том берегу и немножко на этом, а чуваши это верховые. Вот. И было посольство, и это, значит, в городе тогда крепость Свияжск, значит, сформировался, был создан, и вот царь принимал их. Ну, конечно, тогда же не было чувашского государства или единой общности. Были верховые чуваши, низовые, которые тут огромные пространства, те знать не знали, вот, которые туда, на восток. Поэтому условно, ну, историки это все, можно сказать, изучили, расписали, что действительно посольство от представителей чувашского народа и представителей марийского народа, значит, обратились. Но это же не было концом истории. Вот те чуваши, что вошли, значит, даже войско и непосредственно участвовали во взятии Казани, это одна часть народа. И тогда уже, ну, миллиона, наверное, не было чувашей, ну, наверное, несколько сот тысяч народ был. Он был широко расселен. Потом были недовольны. Во-первых, царь дал льготы какие-то вот тем, кто присоединился. Но не все были довольны. Конечно, татары больше всего возникали. Но и чуваши были многие с татарами. То есть считали их ближе, чем русских. И история очень такая даже трагическая, что восстания поднимались. И известно, что тысячами не просто хватали, а вешали, казнили. На дорогах висели трупы вот этих инородцев, среди которых, конечно, чуваши были. История, она не в один момент была. Вот вошли, и все. Между прочим, формулировки менялись. Помню, где-то в 70-е годы книжка вышла «Добровольное вхождение Чувашского края в Россию». Василий Дмитриевич Дмитриев написал. Через лет 20 у него книжка выходит «Мирное вхождение», то есть добровольного не было. Понимаете, там тонкости уже пошли. Уже ближе к концу века историки аккуратнее стали. А в советское время, так в расцвет советской жизни, добровольно, вот все единый народ. Нет, конечно, такого не могло быть. А мирно вошли, да, уже казни были, но это не война уже была. Вот примерно так. Вообще мы наметили еще пару раз в этом году. В этом году, да, у нас будет продолжаться. В этом году еще будет вторая часть этой лекции «Чувашская музыка». Можно договариваться о времени, у нас точно не назначено. Если будет возможность, я буду продолжать. На сайте нашей библиотеки национальной можно это все проследить. Вот вы с Верой Севастьяновной держите контакт, она вам скажет. Михаил Григорьевич, мы очень признательны за такую интересную лекцию, ребята. Спасибо вам огромное. Вы делаете действительно огромную работу за ваш научный подвиг, научный труд, научное вообще вот вложение, как бы вот за развитие культурное, сохранение культурного наследия Чувашской республики, нашей Чувашии родной. Искренне благодарна вам, желаем вам удачи, прежде всего, конечно, здоровья и творческих, научных творений, успехов, открытий. Можно. А действительно, материал, видите, огромный, можно еще. Да. Будет здоровье, будем встречаться. Все. Спасибо всем.